Всех приветствую, дорогие друзья, дорогие подписчики. И хочу вам показать реально по видео. И видите, земля стала как будто кто-то пахал. Но это, знаете, кто это сделал? Знаете, вот это кто это сделал? Это сделал, знаете кто? Коварный кабан. Вот видите, и это все в этом году. То есть сегодня, конечно, июнь, 11 июня. И знаете что? Кабан, конечно, ищет свои лекарства, еда. И даже следы осталось свежие. Но не очень свежие, но дожди было вчера. И все равно следы осталось. Вот смотрите. Видите, какие огромные. Вот смотрите, следы осталось. Передние и задние лапы. Это, по-моему, задние лапы. А может и передние лапы. Вот. И знаете, это каждый год вот так. Ежегодно. Представляете? Охотники не смогут добивать трофей кабан. Они не смогут. Они, по-моему, ходят быстрее, умнее. Вот. Сегодня, еще раз повторяю, сегодня 11 июня 2024 года. Немножко жарко, комары надоел уже. Я, конечно, с собой спрей брызгал, но не помогло. Итак, вот видите, очень много, видите? Вот тут, там, почти везде. И там, и вот видите. Вот так, ребята. Это каждый год вот так разбушивает кабан, потому что ищет лекарства, еда. Вот так. Представляете, вот смотрите. Капец просто, да? И хочу еще вот идти в лес и посмотреть, может, ранние красноголовые грибы, может, и есть, может и нет. Но, конечно, у нас в севере, конечно, рано, конечно, а юга уже есть. Юг, конечно, это юг. Там постоянно тепло. А у нас морозы зимой. И лето очень короткий. Ну что, давайте сейчас пойдем поближе в лес. Если найдет-то, то нет, то может и, я уверен, не найдется. Сегодня, конечно, начало июня пока, но июль, я думаю, это будет. Потому что у нас почти уже постоянно дождики. Все, давайте, я буду сейчас немножко паузу поставлю. Я, конечно, вам поинтереснее снимал, что кабан ищет своей еды. Неожиданно вот такие разбушевал. Но-ка вот так земля все некрасиво станет. Ну и, конечно, не только кабан, но и кроты. Тоже вот видите, это крот. Сейчас поближе.
А, нет, это тоже кабан. Но где-то есть все равно. Кроты ходят тоже. Ну что, сейчас береза уже полностью уже зеленая. Ну вот еще вот тут еще поискал. Тут слабенький искал, значит, еда тут мало было. Ой, как страшно держать смартфон, что комары кусаются. Так, ребята, я сейчас... Неудобно руками держать смартфон. Комары кусаются, но я спрей брызгал в руках, но все равно не помогло. Надо искать специально в лесу и сухой, ну, не знаю, что название, что можно варить дома. По-моему, это цветы, по-моему, и варить, потом смазать лицо, и он больше помогает. Конечно, домашние рецепты лучше. Вот так вот. Вот видите, как красиво. Видишь, это осина. Осина вот такие зеленые, молодые осина. А вот тут береза. Вот в баню уже можно париться. Я думаю, что одну делаю, но я думаю, это делаю сейчас. Вот, вместе с вами. Даже на березах очень много муравей.
И можно специально, если у вас нету веревка или леска капроновая, можно вот этим березой ветка закрутить. Он тоже держит хорошо. О, во. Представляете, я вот там сейчас вот у меня готовые веночки для бани. Сейчас оставим вот туда. С собой возьму и хочу показать. Вот видишь, какой хороший, чистый, зеленый береза. И представляете, тут очень много муравей. Вот смотрите. Видите? Видите, сколько тут муравей? Они тоже кусаются, но не так сильно кусаются. Вот. Видишь, какой красивый зеленый береза. Корни для Веньки бани париться. Это осина. Вот такие осина тоже можно, конечно, но нет. Кто-то да, а я только береза. И представляете? Почему вот на березах муравьи? Напишите комментарии. Почему муравьи на березах ходят? Почему? Напишите комментарии еще раз. Все, давайте я буду заканчивать. Это было короткое видео. Вот вам от меня привет. Всем здоровья, париться в бане. Именно свежие ветки, веньки для баньки. А запах прямо... во! Запах изумительный. Вот так вот, ребята. Хоть попробуйте запах, березовый запах. Они такие приятный запах. Прямо настроение станет лучше. И сами знаете. Итак, ну что. Я буду заканчивать, еще раз повторяю. Вот видите, я вам еще раз покажу. Видите, муравей. Плохо видно. Но ничего. Очень много муравей. Вот смотрите. Но ничего. Итак, все, давайте. Я буду заканчивать. Всем пока.